То есть, ну, вот существует достаточно упрощенное, ложное представление о том, что кочевники и полукочевники не нуждаются в городах. То есть они не способны создавать городские центры. Это очень большое заблуждение, потому что примеры нам показывают, что начиная с древнейших времен, еще скифов-сарматов, включая печенегов и половцев, вполне эти цивилизации классического кочевого круга вполне согласуются с наличием у них городских центров. Это, в общем-то, не является чем-то исключительным, а скорее, я бы сказал, типичным. То есть великая кочевая монгольская цивилизация создала массу центров, которые имели торгово-ремесленное значение. Чем это объясняется? Объясняется очень простым. Я считаю, что прав Хазанов, крупнейший исследователь кочевой экономики, который утверждал, что все-таки кочевые социумы не могут считаться автаркиями. То есть они не самодостаточны. И вся история кочевников – это история взаимоотношений с оседлыми цивилизациями. То есть либо торговля, либо война. То есть иногда это, в общем-то, следовало одно из другого. Почему? Потому что все-таки кочевой тип хозяйства, он формируется достаточно исторически в поздний этап. То есть когда уже произошла неолитическая революция, когда развилось земледелие в полной степени и так далее. Да? И кочевник может возникнуть как классический тип общества только когда есть рядом развитая земледельческая цивилизация, с которой он ведет активный обмен идеями, товарами, людьми, кстати говоря, и так далее. Да? Поэтому наличие городских центров – это, в общем-то, необходимость для кочевого общества, потому что ему необходимы ремесленники, которые создают ту массу товаров, которые не способны выработать полукочевое кочевое общество. Но далеко ходить не надо. Например, металлические изделия, да, кроме того, это все, что связано с престижным потреблением. Но возьмите Ногайскую орду, по документам посольского приказа огромное количество бумаги закупала Ногайская орда в Московии. Да, закупалось продовольствие, оружие в том числе и так далее. То есть вот эта необходимость контактов с городскими центрами, она обуславливала вот близкие, в общем-то, наличие близких центров. Кроме того, надо отметить, что избыток той товарной продукции, которая образовалась в кочевых, полукочевых социумах, она должна была куда-то поставляться. Ну, например, наш край, еще согласно не только средневековым, но даже античным авторам, являлся одним из известнейших центров, именно где производилась пушнина. То есть, во всяком случае, именно отсюда шла огромная масса пушнины, которая поставлялась во все крупнейшие центры Евразии. И вот это вот откуда должны были идти поставки пушнины, то есть где они должны были складироваться, да, для последующего вывоза. То есть, скорее всего, такие первые крупные центры факторий, которые закупали у местного населения пушнину, были хазарские города на территории Южного Урала. И вот мое предположение, что тот городской центр, который находился на месте Уфы, это одна из крупнейших хазарских факторий, смысл которой, функция которой заключалась именно в налаживании торговых отношений с местным населением. И уже отсюда, из этих крупнейших городских центров, эти товары вывозились, так сказать, во внешние страны. Да? Вот. Поэтому я еще раз повторяю, наличие городских центров – это не показатель, например, наличия вертикали власти. Как это утверждается, да, это наличие города не ведет автоматически к возникновению таких вот структур вертикального характера. Это скорее говорит о потребности данного общества в ремесле, в торговле и так далее. Да? И как раз-таки по этой причине я не отрицаю наличие древнейших городских центров на территории Башкирии, например, в V-VII веках. Но я повторяю, это не говорит автоматически, это не связано с наличием здесь государственности вертикального характера. Дело в том, что если мы берем классическое кочевое хозяйство, по, например, аналогии с казахами, калмыками, нагайцами, то башкиры, конечно, не кочевники.
Не потому, что у них были зимние стоянки, да, где они жили в таких стационарных жилищах, не только поэтому. А дело в том, что вот я специально занялся вопросом, да, в какой степени башкиры кочевали, именно какое пространство они, скажем так, контролировали в процессе своих перемещений. И выяснилось на основе изучения просто вот чисто сельскохозяйственных параметров, что назвать башкир даже полукочевниками сложно. Почему? На самом деле они пользовались отгонным скотоводством. Вот обратите внимание, ну понятно, зимнее жилище, там скот бродит вокруг деревни, далеко не отходит, да? Занимается тебеневкой, выкапывает корм из-под снега. Что мы наблюдаем весной и летом? Скот отправляется на летние кочевни, Яляу, и на этих летних кочевьях он фактически находится на протяжении всего лета и осени. То есть каких-то перемещений в пространстве, как, например, у казахов 150-200 километров, у нагайцев до 300-500 километров, да? У калмыков тоже несколько сот километров, мы не видим. То есть, как правило, это тоже одна какая-то локальная территория, где летом находится скот вместе с башкирами. Почему это происходит? Потому что обратите внимание, основным пространством, где находится скот летом, это поймы рек. Ну, об этом пишут источники 16-17 века. Да? Лучшие кочевья находятся у башкир, у нагайцев вдоль крупных рек. Что такое пойменные луга рек? Это трава, которая по свидетельству вырастает ростом всадника. Да? Всадника не видно в этой траве. Представляете, да, массу биологического корма, который получает скот. И теперь посмотрите на степи Казахстана. То есть я сравнивал их, так сказать, плодовитость, да, и выяснилось, что для того, чтобы прокормить лошадь, казаху необходимо было иметь пространство до 20 гектаров степи. Одну лошадь. Вы представляете, да, если табун из 1000 лошадей. У башкир это пространство в 15-10 раз меньше. То есть только благодаря тому, что кочуют башкиры в основном именно не в степи. Лучшие кочевья находятся вдоль крупнейших рек. Обратите внимание, все башкирские деревни, которые возникли в 17-18 веке, находятся на берегу рек. Междуречие отдается припущенникам. Но сами башкиры, да, они предпочитают именно не потому, что надо поить скот, а именно потому, что эти угодья наиболее ценные. И когда нагаи вторгаются в Башкирию в конце 15 века, они занимают именно эти пространства в первую очередь. А башкиры вытесняют в горы. Поэтому в какой степени это кочевая или полукочевая экономика, сказать сложно. Потому что вот этого постоянного перемещения в пространстве, характерного для кочевых социумов, мы не наблюдаем. То есть, как правило, это 1-2 перекочевки максимум в течение года. Да? И причем надо отметить, если мы берем долю скотоводства в башкирском хозяйстве, то опять-таки мы сталкиваемся с очень сложной структурой. Почему? Потому что башкиры, утратив скот, не были обречены на голодное существование. Об этом пишут все правители края, начиная там от Федора Сомова, кончая Неплюевым. Они отмечают, в отличие от казахов, в отличие от каракалпаков, у башкир всегда есть возможность использовать дополнительные резервы для своего хозяйства. Да? Потеряв скот, что, в общем-то, часто случалось в условиях 17-18 века, башкир легко мог его восполнить охотой на пушного зверя. Или, например, охотой на тарпанов. То есть, если не хватает мяса, да, уходят в Илецкие степи, за сезон набивают столько диких лошадей, что хватит прокормить всю свою семью. Это торговля солью, не совсем, так сказать, легальная, но илецкие соляные промыслы позволяли получать очень значительные средства за счет контрабандной поставки этой соли в Казанский уезд, Нижний Новгород. Об этом источники тоже сообщают. Да? Дополнительный источник существования – это лесные промыслы. Мы говорим о бортничестве и так далее. То есть, если сравнивать хозяйство башкир, то это скорее напоминает оркестр, да? Где есть возможность выделять то одну партию, да,
То один музыкант солирует, то другой. Все зависело от ситуации. Но именно на этом, на такой вот многосторонней базе и существовало башкирское хозяйство на протяжении многих веков. Оно никогда не было построено только на чем-то одном. То есть по описанию документов приказной избы самые многообразные промыслы существовали, источники доходов и так далее, да, вплоть до продажи пленных. Это ведь тоже был источник доходов, и башкиры от них им не брезговали. Вот, поэтому я считаю, что вот, определение башкир как классических кочевников-полукочевников, оно упрощает ситуацию. То есть действительно наиболее престижным считалось, естественно, кочевой образ жизни. То есть поскольку, я повторяю, такой образ жизни ассоциировался с аристократическим статусом. Но в случае необходимости можно было найти массу источников доходов и в других областях. Сдавая в аренду свои угодья, рыбной ловли, например, да, очень часто встречается в документах приказной избы. Я поэтому удивляюсь, почему мы считаем, сводим все к одному только типу хозяйства при характеристике башкир 17-18 веков.